Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео, это будет видео с приготовлением еды в специальной кастрюле от кастрюль компании Цептор. Если кого-то интересует, то продолжайте смотреть видео. Мы будем готовить еду без соли, без масла, без воды. И сегодня, если честно, это будет впервые, как я вижу, как это готовится в такой посуде. Моя мама готовит. Раньше этой посуды не было, купили недавно. Вот я буду сегодня пробовать впервые, так что реакция будет вместе с вами на этом видео. Кабачки. Короче, уникальность этого рецепта заключается в том, что мы будем готовить ее в кастрюле Цептор без воды, без масла, соли. Так как она готовится без масла, внизу будем ложить сочные продукты. Это у нас кабачок. Нарезаем кубиками. Небольшой кабачок. Накладываем в абсолютно сухую кастрюлю. Значит, несколько, так как у нас маленькие луковицы, можно 2 больших или 4 маленьких. Значит, нарезаем полукольцами. Посуда Цептор. Если хотите более подробно узнать, вы можете написать в комментариях, как пользоваться. Лук отправляем на такие дольки. Так, тоже такие средние картофелины, поэтому делим на 4 части и отправляем. Уникальность этой посуды в том, что она очень плотно закрывается, непригораемое дно, значит, несколько слоев из специального сплава, плотно закрывается, не дает испаряться влаги. За счет этого температуры, значит, мясо будет само на собственном соку готовится. Так, морковку нарезали. Главный ингредиент — это наша грудка, утиная грудка. Кто не видел видео, можете посмотреть. Это утка, которую мы сами вырастили в домашних условиях. Значит, накладываем вот таким образом. Она не соленая, мы не солим, не перчим. Это очень быстро, удобно, полезно и очень вкусно. Ну, сейчас протестируем. Да. Я, кстати, не пробовала. Закрываем крышку и ставим на огонь. Итак, ставим на огонь. Обратите внимание, значит, здесь есть на крышке специальный таймер, который будет, значит, стрелка будет стоять. Вот здесь стрелочка на зеленом. Здесь есть желтый, зеленый и красный. Когда стрелка дойдет до красного. Вот эта вот стрелка, да, красная? Да, внутри красная стрелка. Ага, вот видите, вот эта вот стрелочка у нас красная. Вот она. Сейчас мы ставим на средний огонь, не на сильный, а на средний огонь. Когда кастрюля нагреется, она, то есть, будет готова уже готовить в собственном соку. Значит, вот это мясо, овощи вместе с мясом. И вот когда стрелочка подойдет к красной части вот этих делений, значит, мы ставим на минимальный огонь, и все это будет вот тушиться в этой кастрюле в течение минут 40. Так, посмотрите, друзья, у нас стрелка подошла вот именно в красную зону, вот где готовится дыра, именно в сухую, без воды, да? Вот по внутреннему кругу, вот можно вот увидеть, то, что он на красной стоит. И поэтому, соответственно, как только она подошла к красному, мы убавили на самый низкий огонь. Друзья, прошло 40 минут, сейчас будем смотреть. Вау! Откуда, скажете вы, откуда вода? Это вода, Сок. Именно сок овощей И мясо. самого мяса, поэтому
мы не добавляли ни капельки воды, не добавляли. Это все сок овощей и мяса. Посмотрим. Слюнки текут. Мясо режется легко. Мгм. Приготовил все же. Вместе с дегустатор пришла. Сейчас буду пробовать блюдо, которое приготовилось в посуде Цептер. Мне подали блюдо без соли, без масла, которое было приготовлено без воды, в своем соку. Здесь у нас утятина. В общем, вы все видели, что было в казане. Будем пробовать. Итак, картошка. Вкусно. Картошка впитала в себя жир, сок, утятины. И в целом у овощей тоже есть своя вода в своей жидкости. Пропеклась, плюс жир мяса тоже влияет на вкус. Сейчас посмотрим. Утятина также пропеклась, друзья. Я сказала бы так, друзья. Блюдо без соли, но тем не менее к овощам я немножечко бы добавила соли. Хотя мясо, оно и без соли получилось очень вкусным. Именно особенность этой посуды, как мне объяснили, эта посуда специально сплав из определенных металлов, когда готовится внутри мяса, в особенности, да, в каждом мясе есть своя соль натуральная. И вот именно когда в казане готовят мясо, любое мясо, это может быть и птица, и красное мясо, своя соль мяса не требует другой соли. То есть при готовке в этой посуде, как объяснили, мясо получается вкусным, даже не добавляя соли. В этом я соглашусь, мясо действительно очень вкусное получилось. Даже не добавляя соли, я бы не добавила бы. Единственное, я бы немножко подсолила бы овощи. Или же использовала соус какой-нибудь. Вот, например, у меня тут есть соус. Ой. Это у нас гранатовый соус. Конечно, этот соус больше подойдет к мясу, поэтому немножечко к мясу. Маринованный перец. Также вместе очень даже прикольное сочетание. Он немножечко вот с кислинкой. Очень даже вкусно. Вкусное сочетание. В целом всем рекомендую приобрести такой казан Цептер. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы получать вот такие вот уведомления. Всем говорю до скорой встречи и пока-пока.